Еще со времен Советского Союза в селе Боетов Акталинского района имеется проблема с доступом к чистой питьевой воде. У таких небольших скважин, разбросанных по улицам, всегда выстраиваются очереди. Сельчанин Айбек Нурматов рассказывает, что каждый день 32 года подряд воду домой он носит ведрами. Раньше здесь не было даже трассы. Сейчас ближайший источник воды находится в 800 метрах от дома. Но было дело, что шли за водой 1 и даже 2 километра. Проблема с питьевой водой стоит очень остро. Но первый шаг на пути к решению этой проблемы уже сделан. В селе начали прокладывать водопровод. Пока что идут земляные работы. Подрядчиком выступает компания MS Building. Всего нужно будет проложить 64 километра водопроводных труб. Проект оценивается в 505 миллионов сомов. Всего пробурено 5 скважин. 4 из них будут подавать воду в село Боетов, 1 в село Каинды-Булак. Глубина 4 скважин составляет 80 метров, у одной глубина 70 метров. Работа активно идет. Мы проложим 2 километра водопроводных труб и тогда завершим испытание. Мы верим, что у нас будет вода. Мы ждали 32 года и еще немного подождем. Финансовую поддержку в реализации этого проекта оказывает организация «Арис». По плану работы полностью должны завершиться в конце 2025 года. По области строительства водопроводов идет в 21 селе. Доступ к питьевой воде уже получили населенные пункты Орто-Сас, Тош-Булак, Джалгыстерек, Орук-Таш и Джан-Булак Нарынского района. Мы начали работу по обеспечению чистой питьевой водой районных центров. Это село Боетов Акталинского района, село Чаек Джунгальского района, а также село Ормон-Хан Кочкорского района. В следующем году начнем работу и в Атбашинском районе. Кроме того, в городе Нарыне планируется строительство новой современной станции по очистке сточных вод. Будет заменено около 12 километров канализационных труб. Европейский банк развития и правительство Швейцарии намерены выделить на этот проект 6,5 миллионов евро. Мадина Низамова, Айдин Толёбеков, Таты.